Здравствуйте, друзья! С вами Милана Манкиева на волне 88,8 FM. Сегодня в Магасе тепло и ясно не только из-за солнца, но и из-за светлых умов, которые приехали в столицу для участия в фестивале «Интеллектуальный Магас». Что объединяет радиоведущую, учителя, пианиста, сотрудника архива и актрису? Любовь к интеллектуальным играм. Интеллектуальному движению Ингушетии исполняется 25 лет. За четверть века группа из 10 человек расширилась до большого сообщества, численность которого переваливает за 100 и продолжает расти с каждым днем. Мне всегда интересно играть. Хочется напрягать мозг периодически. Да, Энделе только дальше и дальше, лучше и лучше будет все. Нужны ли стране умные люди? Вот так надо вопрос ставить. В память об избиении младенцев Иродом. Интеллектуальный Магас во второй раз собирает знатоков со всего Северного Кавказа. 11 команд из Ставропольского края, Дагестана, Чеченской Республики, Северной Осетии, Алании, Ингушетии и других регионов. Назовите его прозвище. Время. Правила игры просты. Команда из 6 участников в течение 1 минуты ищет правильный ответ на вопрос, записывает его на специальном бланке и сдает. Кто верно ответил на большее число вопросов, тот и победил. А если этот герой какой-нибудь, вот этот чувак, который бесполезные вещи собирает, каких называют? Плюшкин какой-нибудь. Ну, это кроссворд может быть ответ. Там 9 букв. Конворд, кроссворд, клетка. Главное это все-таки умение работать в команде, умение обсуждать свои версии, пытаться доносить свои мысли, пытаться понимать мысли других людей. Руслан Мурзабеков – самый молодой участник самой древней команды Ингушетии Blackout. Ее участники играют больше 10 лет. Самая юная команда на фестивале – Красная гвардия. Доносчику первый кнут, есть поговорка, вот типа того, что такому-то в 2 раза больше, а она говорит, ему требовалось тройное количество. Чем мне нравится ЧГК, это тем, что есть возможность применить разные знания в разных сферах и узнать что-то новое. То есть это как бы отвлекает от работы, где ты постоянно занимаешься каким-то узким направлением, ты приходишь играть в ЧГК и узнаешь что-то новое и применяешь знания из разных сфер. Распределение ролей в команде – вещь сугубо индивидуальная и субъективная. Как правило, выделяют 2 игроков, которые держат форму вопроса, то есть записывают, что именно спрашивают. Год, фамилию или 2 слова на одну и ту же букву. Некоторые участники максимально подробно записывают весь текст вопроса во время его чтения. Это помогает не упустить ключевых слов. Калина является символом. Калина, это красная ягода, она расцветает зимой. Зимой же она что-то зимняя ягода. Калининградская битва. Немцы же, итальянцы же там отсекли, отрезали. Испанцы. Допустим, у нас в команде есть человек, который является самым знаменитым пианистом Ингушетии, но он связан с музыкой, и поэтому всегда вопросы про музыку мы смотрим на него. Это очень ответственно, поэтому я ни на один вопрос по музыке не отвечаю. Кто-то, может быть, разбирается в картинах, кто-то, может быть, в книгах. Я всегда, когда слышу вопрос по литературе, считаю, что я его должен брать, потому что я очень люблю литературу, но, к сожалению, это далеко не всегда получается. Всемирная история, литература, поп-культура, география, политология и дипломатия. Диапазон тем, затрагиваемых в вопросах, огромный. Но это вовсе не значит, что вы должны обладать энциклопедическими знаниями. Опыт, наигрыш и овладение мета-языком, на котором пишутся вопросы, намного важнее. Как правило, большинство вопросов, они бывают на общую логику. Соответственно, чтобы просто приходить, собираться и играть, достаточно хорошего логического мышления, что в целом и помогает в остальных аспектах жизни, как бы это не удивительно. Но при этом бывают вопросы, которые требуют каких-то глубоких знаний. Да, кто-то из нас там много читает, но я не из их числа. Вот. И, в принципе, не так много людей, кто обладает такими какими-то глубокими энциклопедическими знаниями. Да, они пригождаются, но опять же, повторюсь, это не большая часть вопросов. Состязания проходят в 3 тура, в каждом из которых по 15 вопросов. В перерывах между блоками знатоки анализируют свою игру и проводят работу над ошибками. Для нашей команды не самый комфортный пакет. Дело в том, что наша команда немножечко слабее в плане эрудиции, а на каких-то вопросах нам ее просто не хватает. Так, в принципе, нормально. Мы знали, что турнир будет не самый легкий, он таким и оказался.
Игра идет хорошо. Конечно, всегда можно сыграть лучше, всегда можно подкрутить, всегда остаются за столом версии, которые были, но которые мы не выбрали. Но в целом мы приезжаем сюда за процессом больше, чем за результатом. А процессом мы довольны. Наша команда довольно молодая, поэтому для нас этот турнир был средней сложности. Но третий тур мы сыграли очень хорошо. Мы взяли 14 вопросов из 15. Поэтому как-то мы смогли стабилизировать нашу обстановку во время фестиваля, компенсировали первые 2 тура третьим. Ученики, у нас с вами сегодня контрольная работа, годовая. Тема контрольной работы у нас будет «Французская революция», «Древний Восток». Повторите все даты. Значит так, от окна первый вариант, первый, второй. Подпишите свои работы, фамилия, имя, класс. Начинайте работать. В первой карабулакской школе Арсен Барахоев – учитель истории, а за ее пределами – участник интеллектуальных игр с 15-летним стажем. На фестивале у Арсена особая миссия. Он составляет вопросы командной индивидуальной игры «Хамса». Игра состоит из 5 раундов. В первых 4 разыгрывается по 5 вопросов. 5-й раунд командный. Игрокам задается 1 вопрос на 60 секунд обсуждения. Всего Арсен написал 125 вопросов. Бывает, можно за неделю написать. А бывает, пишешь месяц, 1,5 месяца. Тут такая ситуация, если тебе ставят задачу написать вопросы, ты пишешь их долго, неинтересно и муторно. А если так для себя пишешь, то они пишутся гораздо быстрее. Например, для нашей тусовки они пишутся быстрее, чем для фестиваля. Интеллектуальные игры занимают большое место в жизни Арсена. Он играет со школьной скамьи, посещает тренировочные турниры и не пропускает фестивали. В интенсивности и постоянстве Арсен может посоревноваться разве что с основателем Ингушского интеллектуального клуба Магомедом Тимирбиевым. Дома я говорю в субботу или на соревновании меня нет. Я уезжаю, никаких дел нет. Кто бы там ни женился, это его проблемы. Даже если это моя свадьба, какая мне разница? Мы играем различные игры, от командных до индивидуальных. Играем онлайн, играем, когда случайно оказываемся в городах. Допустим, я могу оказаться в Махачкале, и обязательно, если я даже по делу там оказываюсь, обязательно спешусь, созвонюсь со своими товарищами с Махачкалы, присоединяюсь к ним, играю у них. Ну и, соответственно, даже просто так, когда ты сидишь перед экраном телевизора, для меня, я не просто зритель, допустим, на телеканале НТВ проходит своя игра. Я не просто зритель, я беру с собой блокнот, ручку и сижу и имитирую 4-го игрока перед экраном. То есть для меня это некая такая встряска для мозга, которая позволяет мне держаться в тонусе. Его, другого известного человека, можно впервые увидеть на черно-белой фотографии, сделанной 14 марта 1951 года. Тренировочные игры проводятся 2 раза в неделю, во вторник и субботу. Они отличаются от турнирных разве что более расслабленной атмосферой. На ответ также дается ровно минута. Результаты команд идут в рейтинг Международной ассоциации интеллектуальных игр. Но в перерывах между вопросами можно выпить чай, посмеяться или обсудить свежие новости. На турнире, естественно, мы больше нервничаем, переживаем, потому что с нами, можно сказать, сражаются другие более сильные команды из других регионов. Хочется отстоять честь своей республики, занять призовые места, и дается это очень сложно. А сегодняшняя игра – это наши будничные, обычные игры, на которых мы чувствуем себя очень комфортно, тут все свои, и это уже стало частью рутины, таким хобби после работы. Для Рамзана Баркинхоева это 2-я интеллектуальная игра в жизни, и успехами в ней он пока похвастаться не может, даже несмотря на хороший багаж знаний. И в этом нет ничего удивительного или постыдного. Новичкам нужно время, чтобы вникнуть в суть игры. Я понял, что у многих ребят здесь понимание сути вопроса, оно заключено вообще на другом уровне. Они в словах ищут заранее ответы.
А я сижу, ну, как топор, да, грубо говоря. Мне сказали, там, не знаю, яблоко, я вот о яблоке и думаю. Они в яблоко могут упаковать некий бренд, примерно. Они могут упаковать туда, ну, некую аллегорию. Я вот понял, что здесь, ну, совершенно иные какие-то вот задумки у людей. И, конечно, я, опять же, вот, для ума это огромнейшая пища, и, конечно, я буду вот только рад тому, чтобы самая важная человеческая, да, составляющая, она была максимально продуктивной. Любую команду новичков ждет непростое вливание, потому что сразу же очень трудно понять весь смысл и алгоритм построения вопросов. Все игроки бесспорно одинаково, практически плюс-минус одинаково образованы, эрудированы, и у них прекрасно развито логическое мышление. Но вначале им придется преодолеть некий путь, прежде чем они поймут алгоритм вопроса, чтобы применить свою логику и применить свои знания. Бесспорно, им нужно будет вникаться в алгоритм построения вопроса, чтобы облегчить себе вот эту адаптацию к этой игре. Любая команда, которая сможет продержаться первые 2-3 месяца, впоследствии будет играть очень даже на высоком уровне. В одном приключенческом романе описан африканский музыкальный инструмент, напоминающий длинную изогнутую трубу. При изготовлении этого инструмента выдалбливают сквозное отверстие в нем. Назовите его 2 словами. Последняя игра команды Лига выдающихся джентльменов в этом сезоне и в этом составе. Игроки оканчивают Назрановский лицей, а значит прощаются не только со школьной порой, но и с еженедельными играми. Ответ нашей команды – слоновья кость. Нет. Бивень слона или, может быть… Совершенно правильно. Я участвовал в интеллектуальных играх с 9 класса, как перевелся в лицей. Меня к этому привел Мурат Мавлаевич, который координировал все эти движения, и мне очень понравилось. Впоследствии мы сформировали свою команду уже в 10 классе и развивали ее. Сегодня она вот в нынешнем составе. Именно со школьной лиги началась история интеллектуального движения в Ингушетии. В 1999 году Магомед Тимирбиев начал проводить игры в 3-й школе города Карабулака. После к этой инициативе присоединились и остальные школы. Одним из первых был Назрановский лицей. Проводить это было тогда, много лет назад, это получается 25 лет назад, очень тяжело, потому что нужно было много-много перевернуть энциклопедий, книг, чтобы подобрать вопросы. В то время понятие интернет еще не было распространено, как сейчас. И находить вопросы и придумывать их было гораздо сложнее, чем последние лет 10-15. Вот. Началось все так, потом я предложил в нашей школе директору идею подобного кружка для тренировок школьников. И директор отозвалась на это. С тех пор у нас в школе появился кружок интеллектуальных игр. Официальных детских турниров в последнее время было не так много, поэтому джентльмены искали альтернативные площадки. Участвовали в телевизионном проекте «Эрудиты» национальной телерадиокомпании «Магаз». Наша команда выбирала из каких-то клавишных инструментов, и мы пришли к выводу, что это рояль. Также ребята стали победителями регионального этапа официального чемпионата России по игре «Что, где, когда», который проводился в партнерстве с телекомпанией «Игра ТВ», правообладателем бренда. Буду сильно скучать по своим друзьям, по этим играм. Все-таки такие соревнования, они добавляют такой спортивный интерес. Всегда бывает интересно посоревноваться с другими ребятами, между собой и в целом испытать себя. Такие интеллектуальные игры научили меня по сравнению с тогдашним мыслить глубже, вчитываться между строк, искать какие-то зацепки непосредственно в вопросе или в обобщенных темах. Интеллектуальные игры дают раскрыться талантливым и эрудированным школьникам, причем в отличие от предметных олимпиад и научных конференций, игра превращает серьезную интеллектуальную работу в увлекательное состязание. Интеллектуальное движение школьникам дает очень много.
Ну, во-первых, просто-напросто она отвлекает внимание детей от ненужных вещей. Они сосредотачивают свое внимание и включают свой интеллект, думая над интересными вопросами, стараются найти на них ответ. Это развивает их мышление, это развивает их общую эрудицию. В конце концов, они привыкают друг к другу, они становятся друг к другу ближе, они становятся лучшими школьными друзьями. И это часть их школьной истории, та часть, которая никогда не повторится, потому что школьная юность проходит очень быстро. Эти хижины расставляют в соответствии с ним. Последний вопрос третьего тура. Через считанные минуты станут известны имена победителей. Чемодан? Селлинджера может быть? 7 букв. Чемодан. Слушайте, А Селлинджера есть может быть прозвище? какой-то князь, который строителем был, что-то строил постоянно? Давид Строитель, допустим. Ну что это? Дымоход, труба какая-то, что это? Андерсон какой-то. Нет, объясните мне, пожалуйста. Основой для нее послужила она, а для этой Примавери послужила она. Что еще? Катюша. А, вот так? Что-то Миша уже минуту все говорил. Да. На капитане команды лежит особая миссия. Он задает ритм игры, следит, чтобы никто не выключался из работы, не дает расслабиться в течение всей минуты, даже если кажется, что есть верная версия. Главная обязанность капитана вот из всех версий, которые он слышит за столом, выбрать правильную и успеть ее вовремя записать. Это кажется легко, но на самом деле это очень сложно. Поэтому обычно капитан бывает, если не самый лучший, то самый опытный игрок. И в данном случае это я. Я действительно не самый лучший игрок, но просто дольше, чем другие играл. В тройку лидеров в основной дисциплине вошли команды «Понедельник», «Плохие парни» и «Мальчишник в Магасе». Победителем хамсы стала ингушская команда «Blackout». Конкуренция была очень высокая, было несколько интеллектуальных дисциплин. Что могу сказать? Всем приезжим я разговаривал с их руководителями их клубов, с капитанами команд, с игроками. Всем приезжим очень понравилось. Притом все ждут с нетерпением, когда смогут еще раз к нам приехать. Я считаю, что ингушская школа интеллектуальных игр, она одна из сильнейших на Северном Кавказе. Вот, то есть мы с удовольствием всегда ездим в Ингушетию, в Дагестан. Вот. Ну, если куда-то пригласят, поедем тоже туда. Следующим этапом интеллектуального Магаса станет большой фестиваль «Горы от ума», который пройдет в Джайрасском районе в сентябре этого года. Организатором интеллектуальных игр выступает Министерство молодежной политики и туризма Республики Ингушетии. «Горы от ума» мы провели в прошлом году, он был таким большим, массовым таким мероприятием. В этом году мы ушли от идеи делать его делать интеллектуальный Магас тоже крупным турниром. Мы решили, что интеллектуальный Магас будет как-то этапом к большому турниру «Горе от ума». И вот таким вот образом сейчас то, что вы видите, и есть турнир «Интеллектуальный Магас» 2024, сезон 2, лето. Надеемся, что таких сезонов будет очень много, и в скором времени каждый россиянин и человек, живущий в России, услышав слово «Магас» или «Ингушетия», в первую очередь подумает о том, что «Вау, это же интеллектуальные люди». Интеллектуальному движению Ингушетии 25 лет. Его участники надеются, что оно проживет еще столько же, сообщество станет больше, а победы будут чаще и ярче. Сейчас, когда я слышу какую-то информацию, вообще любую, я ее запоминаю с такой мыслью, а вдруг мне пригодится на ЧГК. Вот вообще любую информацию, и уже даже мышление немножко перестраивается, потому что когда ты что-то читаешь, ты мысленно подстраиваешься под формулировки, где назовите 2 словами напарные согласные, допустим. И вот так вот откладываются эти знания. И потом обязательно пригождаются. Играя в «Что, где, когда», невозможно не развивать свои знания. Естественно, у меня появились какие-то знания в области древнегреческой мифологии, истории Великой Отечественной войны. Я не знаю, спектр этих знаний такой широкий, что даже невозможно выделить что-то одно. И в целом, когда ты начинаешь увлекаться интеллектуальными играми, ты сам вокруг как будто бы обрастаешь какой-то интеллектуальной оболочкой. Например, я смотрю в свободное время там «Слабое звено», свою игру. То есть даже в свободное свое время ты занимаешь чем-то таким, что тебя будет развивать в твоей игре, чтобы качество игры становилось лучше. Это прям очень крутая возможность для молодежи, да и не только, в принципе,
чтобы как-то прийти, посмеяться, пошутить, поиграть. Ну и как-то хочется отдалить возможность приобретения Альцгеймера. Поэтому как-то, не знаю, хочется напрягать мозг периодически, хотя бы раз в неделю. Хотелось бы, чтобы эта игра была более популярная, потому что есть люди, которые играют, но чем больше вовлечено в эту деятельность, тем больше это прокачка мозгов. Это не просто запоминание каких-то фактов отдельных. Это умение мыслить, это умение сопоставлять какие-то реалии жизненные. И то, что мы называем мышлением, интеллектом, это никому не повредит. И как Андрей Козлов как-то в интервью говорил, которое мы брали для дагестанского телевидения у него, это председатель Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», что речь не о том, насколько популярна игра, речь о том, нужны ли стране умные люди. Вот так надо вопрос ставить. Конечно же, стране нужны умные люди. Будет приятно, если, в том числе и благодаря вашей передаче, больше людей узнает о том, что играет и в Ингушетии, и в Дагестане, придут. И мы будем не только успехами в традиционных таких видах для Кавказа спорта отличаться, но и на интеллектуальном поприще. Я уверен, что мы можем это сделать.